знаете, как, и уже тогда, когда мы демобилизовались, да, то есть всегда, когда ты на фронте, ты думаешь, вот, о, может, я еще останусь, я ж еще могу, я ж еще хочу, да, то есть еще ж ничего не закончилось. Вот. У нас была эта поговорка, как это ППД, прививка от контракта. Да? То есть, когда ты попадаешь в пункт постоянной дислокации и смотришь, как возрождается этот совковый, как армейский идиотизм, назовем его мягко, да? То есть, и ты понимаешь, что нет, я не буду оставаться. И сейчас, на самом деле, то есть многие жалуются на то, что действительно вернулась вся эта бюрократия армейская, которая ненужная, лишняя показушность, которая никому не нужна. Да. То есть люди боевые, они ушли многие, потому что они не выдержали этого. Ну, понятно, что добровольцы многие ушли, потому что для них это же как воевать мы готовы, служить нет. То есть это разные вещи. То есть, но при этом одновременно мы понимаем, что за эти годы сформировалось достаточно большое количество людей, которые уже обстреляны, подготовлены, которые находятся в оперативном резерве там, первой очереди, или в принципе, которые готовы в любой момент идти добровольцем. Я помню, как вот эта история была с Керченским проливом. То есть тогда что же, военное положение. То есть я помню это ликование среди ветеранов. Я сам звонил в свою часть, говорю, вызывайте меня, давайте, сейчас я тоже приеду. Иваныч, не торопись, мы вызовем, когда надо будет. Да. То есть, вот, потому что все готовы идти, то есть для всех, ты и так не можешь бросить семью, ты не можешь уйти там, Просто да, а тут вроде все, военное положение, сейчас будем воевать, то есть мы готовы, как это, вломить мы готовы, да, то есть служить нет, то есть вот это вот тоже разница. Но понятно, что надеюсь, что на том костяке, который был создан в 2014-2015, да, частично в 2016 году, то есть он остался, остались некоторые боевые командиры, и можно будет поднять боевые части в случае необходимости.